Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму і сярэднюю адукацыю ў нашым эфіры. Алексей Карпека, журналіст бюро «Медыа», таксама Азалія Алеева, клінічны псіхолог з намі на відэасувязі. Вітаю вас. Добрый день. Добрый вечер. Алексей, да вас, напэўна, першае пытанне, як да аднаго з аўтараў расследавання. Уласна, як удалося гэтым усяго 6 школам атрымаць гэтую ліцэнзію і застацца працаваць у Беларусі? У каждой школы из этих 6 выживших на самом деле свой путь, как они смогли сохранить или получить лицензию на образование и сохранить школу. Если мы говорим про такие школы, как, например, гимназия Бельской, то, я думаю, тут довольно очевидно, школа принадлежит серьезным людям из окружения Лукашенко, поэтому у них никаких проблем с этим не возникло. Что касается других, то, например, частная школа ЭКЛ, одна из старейших в Беларуси, имеет, вероятно всего, как сказать, серьезную крышу среди родителей своих учеников или бывших учеников, которые там учились. В свое время там училось огромное количество детей, представителей, так сказать, белорусской провластной элиты, и не только, и бизнеса крупного. Я думаю, они смогли помочь школе остаться на плаву, в принципе, остаться существовать. Что касается школы, той же еще одной Минской школы «Альтернатива», то мы смогли найти связь между этой школой и непосредственно главой департамента по контролю образования Мирончиком, если я правильно помню. Оказалось, что он очень долгое время работал в этой частной школе. И уже потом ушел работать на государственных должностях, но вполне возможно, что он помог своей бывшей работодательнице получить лицензию. Правда, не без условий. По словам владелицы школы, им пришлось записать всех учителей в Белую Русь, детей в БРСМ, но так они смогли спастись. Один из наиболее интересных примеров, как спаслась школа, это Могилевская школа «Конкорд», которая принадлежит крупному белорусскому бизнесмену Евгению Баскину и его компании «Серволюкс». Школа не избежала судьбы во время зачистки, их деятельность приостановили, однако Баскин нашел выход. Он эту школу передал в управление 12-й государственной школы в Могилеве. Безвозмездно. Здание школы безвозмездно, все оборудование. И школа под свое крыло на время взяла учеников и преподавателей. До тех пор, пока «Конкорд» не получила все необходимые документы. Одновременно с этим он еще и давал деньги 12-й школе, покрывая их расходы на взятых на себя детей и сотрудников. Вось калі мы кажам пра гэтую магілёўскую школу, то акурат такі яна аб'ядналася, як кажа Алексей, з 12-й дзяржаўнай школай у Магілёве, а тая, у сваю чаргу, вельмі так шчыльна супрацоўнічае з уласна рознага кшталту вайсковымі і патрыятычнымі аб'яднаннямі. І спадарня Азалія, тут такое пытанне. Прыходзяць уласна школьнікі ў прыватную школу атрымліваць прыватную адукацыю, а тут іх аб'ядноўваюць з гэтай дзяржаўнай ідэалогіяй, ім даводзіцца уступаць у Белую Русь, у БРСМ. Як гэта ўплывае на ихную психологию? Ну, в любом случае, любая принудиловка, она негативным образом влияет на психику детей. Но мне кажется, что в нынешних условиях в стране, в принципе, неизбежна вот такая ситуация, потому что нет возможности, в принципе, сохранить себя в условиях тоталитаризма. Будем так честно говорить об этой ситуации. Что для того, чтобы вообще как-то выживать, приходится жертвовать чем-то, подстраиваться хотя бы частично для видимости, для того, чтобы, в принципе, можно было бы жить каким-то образом.
Естественно, мы не говорим о том, что будет сохранено какое-то критическое мышление, какие-то оппозиционные настроения и так далее, потому что, как правило, частные школы, они и были таким вместилищем, скажем так, вот передовых знаний, каких-то передовых технологий образовательных, да, и способом как раз-таки развития критического мышления, свободными от пропаганды. Но сейчас от пропаганды не свободно ничто в нашем государстве, к сожалению, поэтому вот как есть. Алексей, вельмі цікавае ў гэтым расследаванні кейс школы ЭКЛ, бо яна мае менавіта рэпутацыю школы для дзяцей з сем'яў чыноўнікаў, і туды практычна немагчыма патрапіць, то бок там прыярытэтна залічэнне маюць у першую чаргу свае людзі Лукашенка, калі можна так сказаць. Як вы думаеце, чаму так атрымалася? Гэта асабістае магло быць распараджэнне зверху, ці ўсё ж такі школа стала проста, на ваш погляд, арыентавацца вось на абвучэнні гэтых дзяцей? Мне кажется, школа и раньше ориентировалась на обучение в первую очередь этих детей. Еще до зачистки, в том же там осенью 22 года, но еще до того, как все это началось, директорка и владелица школы заявляла, что у них с набором все отлично, мест нет, и все прекрасно, и попасть туда со стороны уже на тот момент было довольно сложно. Я думаю, что, поскольку, как мы узнали, там учится внук Шеймана, внучки Коноплева, возможно, еще других высокопоставленных бывших чиновников, номенклатурщиков и прочее. Я думаю, что они просто смогли убедить через своих патронов, через тех, кто за них заступался, вероятнее всего, попросить заступиться и объяснить, что мы школа для них. Да? При этом, как нам известно, эта школа в своей концепции, она конкурирует с Минской международной гимназией Обельской, которая по сути своей является точно таким же проектом школы для своих, для, так сказать, определенных элит. Так что удивительно на самом деле, что ей удалось в школе ЭКЛ выжить в этой ситуации и остаться на плаву. Азалія, на ваш погляд, ці гэта не супярэчыць уласна самым заявам уладаў і Александра Лукашенка пра тое, што адукацыя мусіць быць роўная для ўсіх? Тут атрымоўваецца, што адныя дзеці навучаюцца ў такой вось прэстыжнай школе, а хтосьці навучаецца ў простой сярэдняй школе. Дзеці, адпаведна, камунікуюць паміж сабою, і як гэта можа паўплываць на іхную камунікацыю і вось на гэтую роўнасць? Не совсем поняла вопрос. Вы имеете в виду, что как влияет то, что есть частные школы, то, что есть государственные школы? Я маю на увазе, калі мы кажам пра школы для такіх чыноўнікаў з затачэння Александра Лукашэнкі, гэта вельмі прэстыжныя школы. І ёсць дзеці, якія вучацца ў звыклых сярэдніх школах, і, магчыма, дзесьці ў двары яны паміж сабой камунікуюць. І вось ці няма вось гэтага паняцця паміж імі роўнасці, якое прасоўвае ўлады, бо атрымоўваецца не зусім роўна ўсё. Конечно же, это только был, как сказать, декларация равенства, которого никогда не было на самом деле. Да? И в любом случае, конечно же, это будет ощущаться, что есть вот такая избранность определенная и так далее. Она не просто избранность, это же идеологическая, еще идеологизированная избранность этих детей. Да? Но я не думаю, что это будет очень сильно обсуждаться. Почему? Потому что это все окутано атмосферой страха прежде всего. И дети, когда до подросткового возраста, скажем так, они не очень хорошо еще понимают, что в чем плюсы, минусы, скажем так, какой-то частной школы и так далее. То есть для них школа — это школа, в принципе, да. Тут в более старшем возрасте дети уже понимают примерно какие-то такие моменты. Но тогда они начинают осознавать, вот что как раз-таки нам врали, да, что никакого равенства нет, что вот есть вот такая особенность. Но я бы, честно говоря, сказала так, что в этих частных школах в любом случае будет учиться очень-очень стрессово для детей, потому что никакой свободы там нет. И если их сохранили, если им дали возможность выжить, значит, там идеология и контроль, и наушничество, соответственно, очень сильно внедрены. Это значит, что в любом случае там люди будут под колпаком. Если там учатся еще дети богатых чиновников и так далее, вот это
скажем так, система доносов взаимных и прочего. То есть еще неизвестно, кому повезло, будем так по-честному говорить, в этой ситуации. Вот Потому так. что это атмосфера тотального страха. Да. Алексей, яшчэ цікавы кейс, гэта школа Елисеевы палі, што праўда у гэтым расследаванні вам не ўдалося дакладна высветліць, чаму іх пакінулі ўласна на рынку, аднак адна з крыніцаў заявіла, што гэта суперлаяльная школа, якая ніколі, цытата, ні ў чым сябе не запляміла перад дзяржавай. На ваш погляд, чаму ж тады іншыя гэтыя 35 школ, якія былі перад ліцэнзаваннем, не трымаліся вось гэтага балансу, ці гэта проста ну, так отрымалось? Если честно, у меня нет какого-то конкретного ответа на этот вопрос. Мы в ходе этого расследования пытались понять логику, по которой остались в Беларуси конкретные вот эти 6 школ. И именно с Елисеевыми полями мы не нашли однозначного ответа. То есть там российский бизнес у них, они не совсем полноценная школа, то есть у них только детский сад и начальная школа. Может быть, это как-то повлияло. В общем, мы не смогли точно сказать, почему так произошло. И почему ее оставили, а многие другие школы, которые в том числе могли, какие-то из них, вероятно, тоже были лояльными, да, действующей власти, но они не выжили, не прошли лицензирование. Почему так случилось, я, честно сказать, ответить на это не могу. Спадарня залі яшчэ вельмі цікавая лічба. Так вось у снежні 23 года, як праводзіцца ў гэтым расследаванні бюро медыа, у школа, заснаваная Ірынай Абельскай, гэта меркаваная маці Мікалая Лукашэнкі, вырашыла прыкупіць ідэалагічнай навучальнай літаратуры на такую суму, як 2 мільёны 700 тысячаў рублёў. Гэта кнігі і плакаты «Геноцид беларускага народа», «Хатынь». На ваш погляд, ці ўдасца ўвогуле уласна патрыятычна выхоўваць сённяшнюю моладзь вось у таких школах пры дапамозе гэтых кнігах, як гэта хоча дзяржава? Ну, это очень сложный вопрос, потому что в любом случае, как бы там ни было, разговоры на кухнях есть, даже если они не ведутся публично, то есть оппозиционное настроение в стране все равно есть. И вот в этот разрез между тем, что насаждает государство тоталитарное, между тем, что есть в головах у людей, очень большой. И несмотря на это, есть средства массовой информации, дети растут не только же в школе, да, доступ есть ко всем источникам информации, они читают и смотрят разные новости, общаются с разными людьми из разных стран, и у них развивается критическое мышление в любом случае. Поэтому чем больше будут насаждать вот такую идеологию, скажем так, откровенно такое вранье, тем больше будет определенное отторжение у думающих людей. Но процент детей, соответственно, который происходит из семей людей, я бы сказала так, с низким уровнем критического мышления, да, с высоким уровнем страха, будут проникаться, скажем так, этой идеологией, потому что она поощряет тех, кто не очень думает, подчиняется и готов служить. Вот так будем говорить. Так выглядае сітуацыя. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Алексей Карпека, журналіст бюро медыа, і Азалія Аліева, клінічны псіхолог, з намі былі на відэасувязі.